На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Флешмоб, озабоченность депутатов и позиция президента. Но как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Что по поводу преподавания языков предложил Рустам Минниханов и что решили в Госсовете, расскажет Дмитрий Аренин. 5 месяцев без зарплаты. Кроме ничего не дает. И продукты тоже не дает. Жить-то не знаю. Почему в агрофирме «Агрыс» люди по полгода не получают заработную плату? В проблеме разбиралась Лейсан Сабирова. Когда дорога потрясла высотой. А из окна вращение колес, единственная радость – ножки девочек. О вроде бы хороших дорогах, но с промахами в безопасности. В репортаже Альбины Минибаевой. Усиленные меры безопасности, 10 сеансов в день. Вся критика, которая была, она, в общем-то, не соответствует. На экраны вышла Матильда. Одной из первых ее увидела Альбина Слагараева. Рустам Минниханов призвал в спокойном, конструктивном режиме вести работу по урегулированию ситуации с преподаванием государственных языков. Сегодня эту тему после нашумевших прокурорских предписаний, родительских собраний, известиях о добровольном изучении родного языка и возможном сокращении учителей подняли в Госсовете Республики. Депутаты обозначили сразу несколько острых вопросов, которые поступают от татарстанцев. На чем в итоге сегодня сошлись, расскажет Дмитрий Аренин. Изначально в повестке дня 33-й сессии Госсовета главным вопросом значился бюджет предстоящего года. Но, как и ожидалось, сегодня на первый план вышла тема преподавания государственных языков. Еще до начала заседания у здания парламента активисты устроили флешмоб, где всем депутатам раздавали татарскую азбуку алифба. Сами парламентарии уже в начале сессии также повернули разговор к теме языков. Напомнили о принятой вчера в республике резолюции и высказали ряд острых вопросов. 25 директоров школ с огромной тревогой рассказали о том, что до 22 часов ночи им звонят из прокуратуры, не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Мы 2 месяца находимся самостоятельно наедине с этой проблемой. И какой был вот такой серьезный повод для того, чтобы коренным образом в течение недели изменить полностью все то, что у нас сложилось в образовательных организациях на протяжении многих лет. Фарид Кайрулович, надо все-таки выяснить, где мы допустили ошибку и кто в этом виноват. Понятно. Поэтому я хотел и прокуратуру послушать, и образование хотел послушать, Фарид Кайрулович. Почему наш закон не работает? И как получилось так, что в нашем законе об образовании, об обязательном изучении нет ни слова? Всем этим назревшим проблемам хотели посвятить отдельный вопрос сессии. Но взявший слово Рустам Минниханов призвал не нагнетать ситуацию и спокойно в конструктивном рабочем режиме завершить начатую в республике работу. Мы зашли чересчур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было. Русский, татарин. Работа над этим вопросом, и не надо ее политизировать. Она чересчур уже вышла за пределы. Сейчас уже, оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве это можно позволить у нас? Я обращаюсь, Ильдус Саидович, к вам, как прокурору республики. Ведь, по большому счету, я вам говорил, если у вас есть претензии, обращайтесь ко мне. Привлекайте меня, привлекайте Мухаммедшин. Но зачем директоров школ терроризировать? И если вы дали предписание, зачем? Это же наши люди. По поводу притязаний прокуроров к директорам школ у Рустама Минниханова возникло много замечаний к Илдусу Нафикову. Я обращался и к прокурору Ильдусу Саидовичу вам, я обращался и к генеральному прокурору, что нам нужно время, чтобы мы с Министерством образования Российской Федерации эту работу могли довести до конца, объяснить людям. Но, к сожалению, я очень сожалею, что здесь виноватыми оказались директора школ,
И я считаю, что это совершенно неправильно. Здесь вы должны подсказать тем руководителям, которые в районных городах, значит, они должны соблюдать этикет. К директорам школам так относиться нельзя. Директора школ – это интеллектуальный потенциал нашей республики. Рустам Минниханов добавил, что сейчас в республике создана рабочая группа и ведется конструктивный диалог с Министерством образования страны. Принципиальная же позиция – государственный язык добровольным быть не может. Это мировая практика. Но как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Если есть это в мире, покажите. Мы же не оспариваем количество русского языка. Сегодня вот кому интересно расшатать стабильность, значит, это же не только Татарстана касается. Поэтому нам надо выдержанно вот этот путь завершить до конца. Значит, и тем самым главное – обеспечить стабильность. В свою очередь Ментимир Шамиев заметил, все вопросы можно отрегулировать к следующему учебному году. А сейчас не стоит ломать то, что до этого работало более четверти века. 25-летие Конституции Татарстана в этом году. На будущий год 25-летие Конституции Российской Федерации. В той и Российской Конституции, и Татарстанской Конституции безупречно написаны соответствующие статьи. Мы, соблюдая эти статьи, 25 лет работали. Какая необходимость в течение учебного года наскоком, я не знаю, какие мотивы, даже не вникая в них, это аморально. Значит, покушаться сейчас, как говорится, на весь воспитательный, учебно-воспитательный процесс. Все расхождения с федеральными нормами в Татарстане собираются урегулировать в ближайшее время. И уже на продолжении этой же 33-й сессии обстоятельно обсудить, что удалось сделать. Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. После заседания Госсовета Фарид Мухаммедшин провел пресс-конференцию. Спикер парламента сообщил, что для изучения языкового вопроса потребуется от недели до месяца. И после депутаты Госсовета вновь вернутся к этой теме. Всякое будет решено, как мы оставим. Я уверен. Другого пути нет. Речь может только идти о методике его преподавания по категории и об объемах преподавания. Не более. Об обязательности языка. Преподавания государственного объявленного языка на базе Российской Конституции и в нашей Конституции, которую мы приняли на год раньше, мы, я думаю, добьемся, и решение будет нами. Не беспокойтесь. В Татарстане люди разных национальностей должны учить основной язык нашей страны – русский. Это дело чести, они так и делают, сдавая лучше всех ЕГЭ по русскому языку и литературе на 72 с лишним балла. Мы вторые после Московской области, заметил председатель Госсовета. Пока одни отказываются от своего родного языка, другие просят его добавить, третьи доказывают, любой язык – это капитализация. Сейчас мы продемонстрируем такие примеры, когда люди разных национальностей и профессий изучают язык того региона, где они проживают. Для кого второй язык стал родным. С ними на татарском пообщалась Лина Зинатуллина. Сердце колотит, голова кружится, желудок сводит. И все это на татарском. Жалобы своих пациентов Буйтхихонг понимает с полуслова. Откуда такие познания? Со школьной скамьи. Родилась она уже в республике и училась в татарской гимназии. Оказалось очень кстати. Татарский язык помогает мне в профессиональной деятельности. Я понимаю бабушек и могу объяснить им на татарском. С разговорным татарским нет проблем и у Александры Степановой. Закончила она тоже татарскую гимназию, хотя выросла в русской семье. Родители посчитали, язык соседей надо знать и уважать. Сейчас девушка работает переводчиком и в совершенстве знает русский и английский. С любовью к языкам татарский тоже дался легко и оказался очень полезным в копилке. Чем больше языков человек знает, тем ему лучше. Вообще очень солидарна с фразой Гёте, что человек столько раз человек, сколько языков он знает. Для меня только радость, например, что мои дети будут учить татарский.
А вот у кого знания даже литературного языка крепнут каждый день. Стихи на татарском Насте Пустынниковой разучить даже легче, чем на родном. Девочка учится в 9 классе. Русская семья, русская деревня, но учиться пошла в татарское село. И мне как-то захотелось учить этот татарский язык. Для меня это очень было весело и даже не совсем трудно. Если даже ты и русский, все равно нужно тебе это знать. Tuhan yak Ингузель газиз яка Туган як Туган як. Большой репертуар татарских песен и общение с друзьями на их языке. Наш ведущий Арман Костанян по национальности армянин. Свой родной он знает блестящий, русский в совершенстве, владеет английским, а своим разговорным татарским может дать фору даже некоторым татарам. Его он начал учить еще в школе и нашел в языке свою прелесть. Татарский язык относится к группе тюркских языков. И все-таки тюркские языки, они славятся своим вот таким красивым звучанием. Находясь вот в этой среде, ты непосредственно сам уже невольно начинаешь его изучать. И как бы это не становится, как многие говорят, мучением, а приятно становится. В этом наши герои сходятся. Учить другой язык – это прежде всего развитие, причем как собственной памяти и интеллекта, так и внутренней культуры и уважения к другим народам. Лена Знатульна, Гузаль Алимова, Ильшат Мухаметов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Также сегодня в Госсовете депутаты приняли в первом чтении бюджет республики на ближайшие 3 года. Казна будет с дефицитом. Это около 3 миллиардов рублей. Доходы и расходы около 200 миллиардов. Как отмечает, бюджет адаптирован к новым экономическим реалиям и имеет социальную направленность. Так, по нему запланировано существенное повышение зарплаты бюджетников. Конечно, бюджет – это бюджет возможностей, бюджет финансового расчета и экономической ситуации налоговой базы нашей республики. Предлагается принять в первом чтении с поправками до 7 ноября. Долгожданная дорога обернулась проблемой для жителей деревни Новый Кинер Арского района. Проложили так, что асфальт теперь на одном уровне с заборами домов, а это чревато весенним потопом. Почему ни глава поселения, ни подрядчики не прислушались к пожеланиям киноровцев, выясняла Альбина Минибаева. Отличный асфальт. Вот видишь, ходите, это ступно. Видишь, как хорошо асфальт. Но проблема в другом. В панику Ильгиз Салихов впал после ремонта дороги. Асфальт появился в деревне 2 месяца назад. Но эта роскошь для некоторых жителей перекрестка на улице Пионерская обернулась головной болью. Весна покажет. Если у меня здоровье будет, то даст Бог. Постараемся, что не добыть. 20 сантиметров земли, 20 глины, щебня и асфальта. Примерно на 70 сантиметров подняли эту дорогу. Говорят, хороша, но по безопасности-то промахнулись на одной ширине. И проезжая часть, и дорога для пешеходов. Все страшнее, снега завалит, и узкая дорога. Как пешеходам ходить-то? Большегрузы дорожные, и деревенские машины, и родители с колясками, которые в сад едут. Жители волнуются за безопасность. Рядом детский сад, но на дороге ни одного ограничителя скорости. Местные каждый день в ожидании ДТП с полетом. Старую баню специально не накрывая крышей, потому что туда выезжали уже при той низкой дороге, уже несколько раз въезжали в эту баню. Это уже все делается наверху, строительной фирме. Подрядчик, кто как согласовывает. Подрядчик, по словам руководства поселения, с местными жителями не обсуждал детали ремонта. У них проект на руках, у них только есть дорога. Окружности, дома, ничего их не, они так говорят, нам ничего не видно. При этом дорожники утверждают, сделать дорогу ниже не было возможности из-за коммуникаций. Не можем уже уменьшать конструктив. А по земле метки мы тоже не можем уменьшать, потому что там у нас проходят коммуникации, газопровод, водопровод, плюс телефонные сети. А проектом не предусмотрено переустройство этих коммуникаций. В проекте жителя не было такого вида из окна, который появился после ремонта дороги. А из окна вращение колес, единственная радость, ножки девочек. Что еще я буду? А это мне не в радость в данный момент. Ситуацию обещают исправить частично, должен появиться лежачий полицейский. А вот провести водоотводную трубу не получится, как и снять новые слои дорожного покрытия. Альбина Минибаева, Марат Сайдгараев, ТНВ, Арский район. Со своей проблемой жители села Новый Кинер обратились в нашу редакцию. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по телефону 570 50 17.
Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Что не рейс, то битком. Так и едем каждый день. Почему жители нескольких микрорайонов Казани зависят от одного единственного маршрута, выяснял Рамиль Шайдуллин. Усиленные меры безопасности, 10 сеансов в день. Вся критика, которая была, она, в общем-то, не соответствует. На экраны вышла Матильда. Одной из первых ее увидела Альбина Слагараева. Нефтяники и нефтехимики Татарстана увеличили выпуск продукции на 2%. Выросли добыча нефти, производство каучуков, минеральных удобрений и технического углерода. Крупные предприятия перечислили в бюджет 44 миллиарда рублей. Итоги работы в этом году подвели сегодня на заседании Татнефтехим Инвестхолдинга. Презентовали и новый проект завода металлокаркасов в Нижнекамске. Рассмотрели вопрос подготовки кадров для нефтегазохимии. Президент поручил руководству КНИТУ КХТИ разработать образовательную программу. С учетом новых задач, которые ставим мы перед группой компаний ТАИФ, этиленовый комплекс, его производные, то же самое большая работа идет по нефтехимическому комплексу Татнефти. Здесь подготовка персонала, здесь надо очень... Вообще надо уже штучно работать. Нижнекамск все-таки, там и база хорошая, производственная. Там ущербную базу усилить. Не поездка, а пытка. Жители Куюков, Салмачи и новых микрорайонов Казани добираются до дома, как шпроты в консервах. Автобусы переполнены. По единственному 90-му маршруту курсирует всего 9 автобусов. Рамиль Шайдуллин спросил у перевозчиков, когда на горизонте ждать 10-й. Вот пусть снимает. Так и едете, да? Вот да, так и едем каждый день. Свободных мест нет не только на сиденьях. В 90-й маршрут даже протиснуться с трудом. Каждый день до Куюков детям и пенсионерам приходится ездить только так. 90-й маршрут, не сказать, что редко ходит, но, по словам казанцев, всякий раз битком. Все потому, что на один маршрут надеется аж 4 микрорайона. Жилой комплекс Светлый и Куюки, микрорайон Салмачи, поселок Новые Салмачи. На одном маршруте за город выезжают сотни и сотни людей. И вот их вопрос в народный контроль. Почему на всех так мало общественного транспорта? Побольше уже выделять нужно. Мы же в Татарстане живем, тоже не больно такие это. С вопросом, сколько автобусов ходит по 90-му маршруту, мы обратились в городской комитет по транспорту. Оказалось 9, в ноябре добавится еще 1. Возможно, так решится вопрос вынужденного коллапса. Сегодня вместо заявленных 15 минут ждать больше получаса. Завидуешь, городской транспорт. 3 человека заходят, 4 выходят, 3 заходят, 4 выходят. А 90 ведь один единственный и 40, 45, 30 минут ждешь, стоишь. Плановый интервал движения маршрута увеличивается ввиду систематических заторовых ситуаций в часы пик на улице Центральная жилого массива Салмачи, а также на перекрестке улиц Кулгали и комиссара Габишева. Решить проблему должны 3 новые дороги между Салмачами, Мамадышским и Оренбургским трактами, обещает исполком Казани. Пробки спадут, автобусы будут быстрее курсировать. По микрорайону Светлый вопрос должен решить Пестричинский район. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Их казна пуста 5-й месяц. Только сидят без заработной платы работники агрофирмы «Акбарс Агрыз» в селе Нарат Агрызского района. Ситуация настолько критична, что у жителей денег нет даже на хлеб. Из-за отсутствия кормов коров выгоняют на заснеженные поля. Лейсан Сабирова спросила у руководства, почему довели до черты бедности. Нет, это самая часто употребляемая в этом селе частица речи. Нет ни денег, ни сил, ни желания работать. 5-й месяц уже не получали зарплату. Кто-то как может ищет выход из ситуации. Приходится занимать деньги. Даже своровать нечего. В фермах гуляет ветер, а скот на вольных хлебах. Кормить их здесь нечем. 160 коров переплывают через местную реку Кырыкмас и питаются тем, что находят, рассказывают местные рабочие. От беды подальше телят перевезли в другое отделение. Откуда сено? Вон, посмотрите, между посадками не скошенное лежит. Один раз собрали и все. Кукуруза тоже не убрана. Я даже не знаю, чем там кормят скот. Распустить только хозяйство. Зачем бедных животных мучить? Ничего не дает. А как жить-то, не знаю. Вот в магазин зайдем, так напишем и все. Во время уборки технику привлекали из Пестрецов и Арска. Комбайны приехали и целый день стояли. Солярки не было. А за соляркой ехать у бензовоза тоже топлива не было.
Наша съемочная группа приезжала сюда еще 2 года назад по той же причине. На этот раз за 5 месяцев на 3 хозяйства долг достиг 40 миллионов рублей. Основное это мы не своевременно можем получать нам причитающие субсидии. В течение 10 максимум дней нам положены вот эти причитающие субсидии к выдаче. И если сможем вот эти деньги получить, мы вплоть до октября этими деньгами 54 миллиона можем закрыть всю заработную плату. Долг по зарплате был еще в посевную. Тогда вмешалась прокуратура. После проверки надзорного органа выплатили почти 4 миллиона рублей. Хозяйство с хвостами у прокуроров на отдельном контроле. Благодаря вмешательству прокуроров долг по оплате труда на сельхозпредприятиях постоянно сокращается и на сегодняшний день составляет порядка 40 миллионов рублей. Руководство компании в этот раз обещает выплатить зарплату и без вмешательства прокуратуры. У людей нет ничего, кроме надежды. Лейсан Сабирова, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарифуллин, ТНВ, Агрызский район. Медсестры со всей России собрались на Конгресс. В Казани прошел их первый съезд. Приехали тысячи делегатов из 32 регионов. Ответственность и забота о больных в основном ложится на их плечи. Как отметили представители российского и татарстанского Минздрава, важно повысить престиж этой профессии. Это в первую очередь увеличение заработной платы. Со следующего года у нас программа «Земский фельдшер», она будет финансироваться на федеральном уровне. Ну и бесспорно выполнение майских указов президента по повышению зарплаты, это постоянно находится на контроле у Министерства здравоохранения, поэтому указы будут выполнены. Скандальная «Матильда» вышла в прокат. Лента, рассказывающая о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, прошла в обстановке повышенной безопасности. Напомним, в адрес кинотеатров страны поступали угрозы от православных активистов. Против показа фильма выступила и депутат Госдумы Наталья Поклонская. С первого сеанса репортаж Альбины Асылгараевой. Полдень. Один из первых сеансов «Матильды». Ажиотажа указ нет пока, но меры безопасности усилены. Вместо одного охранника 4. Перед началом залы тщательно проверяют. Сегодня в кинотеатрах усилены меры безопасности и даже в залы пропускают только после специальной проверки. Кинопросмотр вместе с историком. Рамис Усманов специалист по Романовым, а потому ему картина особенно интересна. Пролог фильма интригует. Сама лента красочная, романтичная и эпичная. 2 часа зритель наблюдает за отношениями наследника российского трона Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Это история о любви, а не история об истории. Очень много ответвлений от реальной истории. Но, тем не менее, также много событий, которые имели место быть в истории, они все четко подмечены. Эта женщина была в жизни Николая II, но она была в тот период, когда он еще не женился. Критика, которая была, она, в общем-то, не соответствует. Больше о любви, чем об истории. Обыкновенная любовь. Сильная. Скандал вокруг Матильды разгорелся еще 2 года назад. В ленте о человеке, причисленном к лику святых, не может быть измены, решили православные активисты. А потому выступили против выхода фильма в прокат. И пошли радикальные меры. Вот копии электронного письма с угрозой, которые получили российские кинотеатры, в том числе и казанские. Но ведь фильм повествует о периоде, когда Николай II только готовился жениться и зайти на престол. Был настоящим любящим мужем, настоящим отцом, в хорошем смысле этого слова. И самое еще интересное, что действительно сохранилась переписка. Письма Александры Федоровны, письма Николая. То есть это действительно некий, я бы сказала, образец такой настоящей любви, настоящих отношений. И, видимо, вот, собственно говоря, еще в этом проблема, что тот период жизни, который был до этого, он несколько другой. Как бы то ни было, картина – масштабный кинороман, на который придется потратить 2 часа времени. В чем суть ленты, понять удастся только после просмотра. Альбина Асылгараева, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». На проспекте Победы водитель «Лады» на полном ходу врезался в столкнувшиеся ранее автомобили. Автоинспекторы едва успели отскочить от летящей на них машины. Все подробности через несколько минут. А сейчас прогноз погоды и до встречи в 21:30. Привет. Привет. Сегодня в школе нам рассказали про вредное производство. У тебя на работе не вредное производство? Нет, давно уже не вредно. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой.
В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень-2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. С 25 по 27 октября на Казанской ярмарке выставка «Дор Транс Экспо». Содержание и строительство дорог, дорожно-строительная техника, транспорт, безопасность движения. 12+. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Сохраните себе жизнь, питайтесь правильно. Минздрав Республики Татарстан. Она красивая, модная и желанная. Идеальная для работы и учебы. Повседневная и для особого случая. Новая коллекция одежды уже в продаже. Торговый центр «Франт». Юлиуса Фучика, 90. В Центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205 59 17. Вместе с силой приходит ответственность. Ответственность за партнеров, клиентов, работников и за то, что окружает нас. Изо дня в день. Поэтому «Казаньоргсинтез» неустанно совершенствует экологическую защиту на предприятии на мировом уровне. «Казаньоргсинтез». Год экологии. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере. Деловая среда. О всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Либридерм сирацин. номер 1. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в республике ожидается слабоморозная погода и осадки. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, выпадет снег. Ночные температуры -5, днем воздух прогреется до 1 градуса выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также ожидается снег. Ночью до 5 мороза, днем 2 градуса со знаком минус. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске снег выпадет в ночные часы и днем. Ночью -4, днем -1. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Бултаси пасмурная погода, выпадет снег. Ночные температуры до 6 градусов ниже нуля, днем -2. Жители юго-запада Татарстана ожидает облачная погода со снегом. Ночью -5, днем до 1 мороза. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также выпадет снег и будет пасмурно. Ночью -5, днем -1. В последующие дни дневные температуры станут выше, но осадки не прекратятся. И еще одна полезная информация. Спонсор программы «Мега-мебель на компрессорном». Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте, удобная парковка. Адрес: город Казань, улица Сибирский тракт, 34. «Мега-мебель на компрессорном». Самый большой мебельный центр города. Мега-мебель на компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс недвижимость. 295 77 77.
Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». ООО «Акбарс Недвижимость» предлагает квартиры от 1 700 000 рублей в популярных жилых комплексах Казани. Дополнительная информация по телефону 295 77 77 или на сайте akbars-dom.ru. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается облачная погода. В ночные и утренние часы возможен снег. Температура воздуха ночью -4, -6, днем до 2 мороза. Ветер восточный слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ожидается магнитная буря. И в конце выпуска еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Номера, слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы. Но цеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.